White nights in Купчино, счетчики скручены, призраки радости, эхо любви. Или Елагин остров. Ну, в общем, да, я посетила, вот влюбилась в 2016-м, приехала на спектакль музыкальный, не понимая, когда ВК мне показывал sold out, я не перевела. 15 лет изучения английского, никуда не пропали в никуда. Я не поняла, что sold out это все продано. Я поехала туда. Билеты были, конечно же, проданы. Но появился мужчина грустный, он стоял, ждал свою даму, я к нему подошла. Ваша дама не пришла. Моя дама уже и не придет. Ну, может быть, вы продадите мне билет? Да, пожалуйста, 1500. О, один шанс на миллион. И все, и любовь. Любовь та, которая никогда меня не покрывала. Любовь к искусству. Это был «Блюз в голове». Алла Резникова ставила спектакль. Музыка Биллис Бенд. В главной роли Билли Новик. На саксофоне, на клавишах прекрасный Михаил Житких. Андрей Резников тогда на гитаре. И все, и любовь огромная на долгие 6 лет. 70 концертов Биллис Бенд, 30 проектов еще, 30 концертов дополнительных, джазовых и не джазовых Билли Новика. Суммарно где-то 100 посетила его мероприятий с его участием за 6 лет. Процентов 50 только благодаря ему, благодаря его проходкам. Тогда была такая возможность. Потому что я писала отзывы. Лиана Осколкова, их можно почитать, если вы хотите, пойти в группу Биллис Бенд ВКонтакте, вбить в поиск Лиана Осколкова и почитать мои отзывы. Потому что меня там перло так, что я там столько всего открывала. Ну, и открыла себе поэтический талант, безусловно. Вот. С 2016 по 2022 год это длилось. В 2022 я купила билет за 3000 рублей в шляпу и пошла туда на игры в Тома Уэйтса. Это очень крутая программа. Игры в Тома Уэйтса. Музыка Тома Уэйтса. Такой театрализованный спектакль. Это же, конечно, очень сильная вещь. Я смотрела его на разных площадках, театров, конного театра, разных площадках. Да, и, в общем, много можно говорить, но на самом-то деле в основе любовь. Любовь. Такая зрительская любовь, такая вот на уровне какой-то эмоциональности, а любовь к хедлайнеру, к организатору, к Вадиму Валерьевичу, он же Билли Новик, такая большая фигура невысокого роста для алко-джаза Петербурга. Что было интересно, у меня вот какая-то чуйка была вот несколько лет до сих пор, и я улавливаю тенденции. То есть, когда у него, я знаю, что на канале «Культура» было, я не смотрела, но я знаю, что был такой проект «Большой джаз», и он там был в жюри. И за 2 года у меня была мысль, наверняка у Билли Новика следующая ступень будет на телеке какое-нибудь место в жюри. Я такая думаю, точно не голос, не тот объем, да, хотя почему бы и нет, да. Может быть, потому что и нет. И когда вот это вот стало происходить, я такая думаю, как это все устроено, как же я на них настроена, даже не имея с ними никакой связи. Абсолютно. Потому что последний раз я была вот на концерте, за 3000 я заплатила в рассрочку Яндекс.Плитом 1 раз в жизни. 3 месяца я платила за этот билет в эту шляпу просто на концерт, не театрализованный даже, а просто обычный игры в Тома Уэйтса. А я-то шла на театрализованный спектакль, и там-то, конечно, не позволяет площадка. И все на этом. Это был последний раз. Июль 22-го. Последний раз забыть тебя, Да. влюбиться С в лета уши. 2006-го. Весна, осень. Что-то вот там вот. Май, кажется, это был.
по июль 22-го. Ведь ничего 70 забыть концертов. нельзя Состав именно Резников, охрипшим Новик и голосом. Жидких Кому постоянно, но и нужны приглашенные теперь там, слова? Я не например, всегда на была Терминвоксе права, но как же мне потрясающий Владимир поверить Петляр, вновь в ту на барабанщиках сменяющий там Егорку безупречную Коских и другие любовь? разные музыканты. А вот на большом юбилейном БКЗшке, который был полгода назад, я не была. Я знаю, там был прям какой-то хор, там был Хабенский, там было Маргулис. Короче, много кто. Это было очень круто. И на самом деле, даже не зная про юбилей, я где-то за год думала, ну, наверное, будет концерт все-таки крупный, личный в БКЗ Октябрьском. И, пожалуйста, такая связь, такая вообще какие-то там вибрации. В общем, да. Это, конечно, целый букет был чувств к Билли Новику, к Вадиму Валерьевичу. Не связанное с сексом, безусловно. Связанным с какой-то вот такими тонкими струнами души, тонкого зрительного восприятия моего, эмоциональной нагрузки всех их песен. Я хоть и была на 70 концертах в Петербурге, в Москве, Нижнем Новгороде, в Воронеже, Рига, Вильнюс, Минск. И все только из-за них. Все только чтобы услышать питерскую группу в Вильнюсе, в Риге и в Минске 3 дня подряд. Картинная галерея джаза, картинная галерея, филармония, паб, пивоварня. Только вот так. Я помню, я сделала визу, я чудом выехала в ту же ночь случайно, потому что я думала, мне на другой день выезжать на автобусе сначала. И вот когда я уже ехала, уже первая точка была Вильнюс. Я вот пишу в этом автобусе Вадиму Валерьевичу, у меня пот течет подо мной. Не будет у вас проходочек? Очень дорогие билеты. Для кого проходочки? Для меня проходочки. И туда, и туда. Да. Это вообще, блядь, это я. Сделать клизму, визу точнее, билет купить, забронировать номер, но без билетов на концерты за границу на 3 дня. Это я. И это были фантастические эмоции, очень разные, и это позволило мне сделать крутой отзыв, на мой взгляд. Я помню это вот признание в любви, такое очень скромное мое, неловкое. Ну, а ты чё? Там как бы он прошаренный столько лет в шоу-бизнесе, в кавычках. Привык, так сказать, покорять. Тогда ему было, по-моему, 40 с чем-то. 42, может быть. Вот про 40-летних мужиков, которые я начала. И, конечно же, никакой варианции какого-то вот этого нет. Потому что я четко себя оцениваю. Большая, жирноватая, раньше была жирнее, высокая, страшноватая, хоть не лишенная привлекательности. Как бы нет, не в этом плане. Но вот это вот что-то, понимаете, какая-то глобальнейшая компенсация отсутствия личной жизни, отсутствие вообще какой-то жизни, да, компенсация вот этого вот глубокого творчества сверху, ну и без шансов, как бы, его жена моложе меня. Нет, я такого даже не думала в сторону вот этого вот какого-то сексуального, нет. Такого точно не было, но это была очень сильная зависимость. У меня прям жизнь была подстроена под концерты Биллис Бенда, и когда мне не получалось на них попадать, не было проходок, не было денег, меня не пускали с работ, мне не давали выходные, я болела, у меня прям была трясучка, мне было плохо. Я помню, я была в больнице, блядь, был концерт, как же мне было херово, как же мне было плохо, что я пропускаю. Это была сильная зависимость. И как это все закончилось, я очень хотела попасть на саундчек. Ну, реально саундчек группы. Не какой-то там открытый, не какой-то там перед фестивалем, выступлением, а закрытый саундчек.
именно в эту тусовку, в эту атмосферу вот взаимодействия троих. Резников, Билли, Михаила Жидких. Ну и там еще их потрясающий звуковик, постоянник. И я в первый день была в Москве. Ну, то есть на программе песни Егора Летова. И покойный Алексей Кривский, двоюродный брат, кажется, Пеленовика, предложил мне пройти, ну, в гримерку. Там была жена Летова, подруга ее, Билли и сам Алексей. И я там, еще был питерский артист Артур Ваха. Он с одной стороны трогал контрабас электрический, я с другой к реликвии прикасалась. И я там как-то вот так вот, а можно на саундчек попасть? Он, конечно, не хотел посторонних на саундчек. Но он там что-то из себя выдавил. И на следующий день, когда я ехала по Блаблакару при очень маленькой скорости, какой-то там погоду, метель, это была зима, Воронеж. Нет, не Воронеж. В Нижний Новгород. И он был против приписки пускать меня. Я такой, ну как же так? Вы обещали, как же так? Он такой, если спросят, я не буду отнекиваться, но прошу больше меня не беспокоить. Такая цена. Я прошла на саундчек, меня не хотела охрана пускать в этот Юпитер. Ну, такое здание на, наверное, 1500 мест, концертный зал, 2 этажа, охрана. Не хотели пускать, но я очень хотела. У меня была очень великая идея, великое желание. Я никогда в жизни, наверное, так не хотела, даже Нелли Уэрову увидеть так не хотела вживую, как саундчек Биллис-бенда. Я попала, прошла. И поняла, что там главный тогда, может, сейчас Михаил Жидких. Он этим управляет. Но это было, конечно, очень приятное, сильное ощущение. Концертный зал, софиты, группа, их взаимодействие. Ты видишь расстановку сил. Ты слышишь, как настраивается подстройка идет. И, конечно, да, и ты прячешься так среди всех этих рядов, чтобы тебя не было видно. Потому что очень неловко, что ты прошла туда, куда тебя не звали и не ждали. Ну и все на этом. Дальше моя дорожка с Биллис-бенд разошлась. Потому что не то, что билетов на концерты нет. У меня порой даже на еду и билетов нет. Денег нет. Поэтому я похудела на 10 килограмм за 2 года, потому что я голодная. Вот. И да, конечно, я ходила даже к специалисту, к магу с медицинским образованием, чтобы она с меня сняла эту привязку, этой зависимости. Она говорит, ну ты же понимаешь, эти артисты, они питаются этим зрителям, они цепляют вас на свою энергетику, они за счет вас и живут. Я такая, просто, пожалуйста, снимите с меня. В целом, не надо было никакое снятие, пожалуйста. До свидания, больше не беспокойте, и на этом конец. Все.